Тем временем в Санкт-Петербурге обсуждают проблемы экологической безопасности и вопросы воспитания экологической культуры. 28 мая там началась работа 7-го Невского международного экологического конгресса. Все подробности в материале Айсены Бурнашовой. Первый день мероприятия прошел в штаб-квартире Межпарламентской ассамблеи стран-участниц СНГ, собрав более 1500 участников, представляющих свыше 30 государств. Мы рассматриваем проблемы промышленных предприятий, которые у нас добывают нефть, газ, уголь и так далее. И, конечно, это проблемы сегодня самые больные, сложные. Об этом сегодня выступали и говорили. Широкая дискуссия между участниками Конгресса прошла на круглом столе проблемы обеспечения экологической безопасности при освоении месторождений полезных ископаемых, модератором которого выступил Александр Акимов. С доклада начальника управления Государственного Росприроднадзора Натальи Соколовой стало ясно, что в законодательстве существуют экологические дыры. К большому сожалению, Кодекс об административных правонарушениях, он не предусматривает значительных таких карательных мер, поэтому, к сожалению, как бы не прискорбно говорить, но предприятию выгоднее заплатить штраф, нежели внедрять природоохранные технологии. Тенденция нанесения вреда почве и природным объектам увеличилась. С докладом об обеспечении экологической стабильности в Якутии выступил первый заместитель министра охраны природы республики Семен Яковлев и представил цифры мониторинга природопользования предприятий Якутии. В основном у нас экологический мониторинг охватывает территорию Республики Саха-Якутия на 40%. Под особо охраняемой природной территорией у нас 30% охвачена территория. И в 404 участках у нас 155 недропользователей предприятий, крупные и средние. Миссия Конгресса – содействие формированию международной системы экологической безопасности. Известно, что итогом двухдневного Конгресса станет резолюция, куда будут внесены правки по обеспечению экологической безопасности и предложения по совершенствованию законодательства в области природопользования и охраны окружающей среды. Айсена Бурнашова, Лидия Андросова, НВК Саха, Санкт-Петербург.